Знаете, всегда найдется такой брат в толпе, который скажет: «Только не я, мужик. Ты не знаешь о моем прошлом. Ты не знаешь, в каких местах я побывал. И ты не знаешь о том, что я делал». Всегда найдется такой брат. Братья мои, пророк, мир ему и благословение, рассказал нам в достоверном хадисе, который привел Бухари. Он рассказал нам о человеке, который убил 99 человек. Скольких он убил? 99. Итак, братья мои, вы, ваше прошлое, прошлое ваших братьев, сидящих рядом с вами, и по факту каждый, кто сидит в этой аудитории, и их прошлое, вместе взятое, даже рядом не стоит с этим человеком. Он убил 99 человек. Это достоверный хадис Бухари. Откройте «Сады праведных», 2 том, «Покаяние», посмотрите. И после этих 99 убийств что-то вошло в его сердце, и он захотел покаяться. И он начал спрашивать у людей: «Куда я могу пойти? Я хочу совершить таубу». И люди сказали ему: «Взгляни. Есть такой-то человек, абид, много поклоняется Аллаху день и ночь. Если ты хочешь спросить у кого-то, то иди спроси у него». И вот так этот мужчина отправился к нему и сказал ему: «Я убил 99 человек, и я хочу покаяться. Простит ли меня Аллах?» И этот абид, и это просто точка зрения, братья. В этом и заключается опасность, когда вы ищете знания у тех, кто выглядит религиозно. «Брат, да он же в мечети целыми днями. Этот чувак еще тот. Я спрашивал у него, и он сказал, все в порядке». Мы все поступаем так, братья. У него вот такая борода. Валлахи, у него борода вот такая. И он всегда в мечети. Я спрашивал у него, и он сказал, все в порядке. Так вот, он спросил у этого поклоняющегося праведника. Этот человек поклонялся день и ночь. Он больше ничего в жизни своей не видел. Он поклонялся день и ночь. И когда он услышал о 99 убийствах, чувак чуть не сошел с ума. Он не мог понять, как можно даже убить одного человека, не говоря уже о 99. Он сказал ему: «Аллах никогда тебя не простит». И человек такой же: «Что ж, если Аллах меня не простит», он взял и убил его тоже. Но так, братья, он покончил с ним тоже, потому что ему не понравилась его фетва. Это показывает нам безжалостность этого человека. Он убил этого абида. Не того, кто обидел его, или того, кто посмотрел на него как-то косо, или того, кто встал против него на улице из-за неуважения. Нет, этот чувак поклонялся, братья. Но из-за того, что ему не понравилась его фатва, он убил его и довел количество убитых до 100. Достоверный хадис Бухари. Пророк, мир ему и благословение, сказал: но что-то было в его сердце. Он действительно хотел вернуться к Аллаху. И он вновь начал искать. И люди сказали ему: не трись около нас, а то ты поубиваешь всех нас. Есть местность, и там живет ученый. Иди и поговори с ним. И это длинная история, и я ее рассказываю вкратце. Он пошел к ученому и сказал: я убил 100 человек. Простит ли меня Аллах? И взгляните на разницу, когда он спросил у чувака в мечети с большой бородой, когда он спросил у него и когда он спросил у алима. Он сказал этому человеку: кто же может встать между тобой и покаянием? Кто? Человек такой подумал: теперь разговор пойдет, мне нравится это. Он сказал ему: для принятия твоего покаяния тебе нужно покинуть эту среду. Это плохая среда. И люди не помогут тебе в совершении здесь блага. Есть город, есть место. Отправляйся туда, там благие люди. Эти люди помогут тебе в поклонении Аллаху. Они помогут тебе остановиться и измениться. И человек был искренний. Он собрал все свои вещи и направился в этот город. И по пути его настигла смерть. Он умер. И снизошли ангелы милости и ангелы наказания. И начался спор. Ангелы милости сказали: он совершил таубу, он покаялся. Ангелы наказания сказали: нет, 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 он убил 100 людей, и он полностью не раскаялся, он был лишь на пути к этому. Так Аллах послал к ним ангела в образе человека, чтобы он рассудил между ними. Этот ангел сказал им: измерьте расстояние. Если он окажется ближе к городу, где грешил, то пусть его заберут ангелы наказания. Но если он окажется ближе к городу покаяния, то пусть тогда его заберут ангелы милости.
Так, измерив расстояние земель, к его несчастью, он оказался ближе к городу, где грешил. Это достоверный хадис из Бухари. Аллах приказал земле сместиться и сделать его ближе на 5 к городу набожности. 100 человек. Но он был искренен, и Аллах даровал ему это.